В деревне Чувашские Ишаки Батыревского района появился памятный мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Его открытие было приурочено к Дню Великой Победы. Жители деревни пришли к памятнику, выстроившись в бессмертный полк. В руках несли фотографии погибших и умерших ветеранов. О тех, чьи снимки не сохранились, рассказывали таблички. У нового мемориала состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие военный комиссар республики Александр Макрушин, уроженец деревни, председатель Ассамблеи народов Чувашии Лев Кураков, благочинный 3-го округа Алатырской епархии протоиерей Сергий Пегасов, районные и сельские депутаты, жители деревни. Сегодня в Чувашских Ишаках живут только 2 ветерана войны – Николай Краснов и Николай Майков. А всего отсюда на поля сражения ушло 138 человек, 4 из них девушки. Не вернулись с войны 56 воинов. Теперь имена всех фронтовиков высечены на стеллах мемориала. Здесь же ветераны тыла, вынесшие на себе тяготы военной трудовой страды. Составить эти списки было непросто. Информацию собирали всем миром, по крупицам восстанавливая историю. Мемориал, посвященный подвигу односельчан в годы Великой Отечественной, на свои средства построил руководитель фермерского хозяйства Ришит Санзяпов. Это не первый памятник, поставленный им. К 70-летию Великой Победы такой же мемориал Ришит Шейхулович подарил деревне Долгий остров. Мы обязаны им всем. То, что мы сегодня живем, то, что вот над нами мирное небо, солнце светит. И то, что мы живем в таких условиях сегодня, мы должны быть благодарны. То воспитание, которое было получено, вот это, наверное, нас подтолкнуло. Уважение к ветеранам войны, любовь к родине. И то начало, которое они положили, что мы должны, это наша святая обязанность, я так считаю, мы должны продолжить это дело и дать воспитание и показать хороший пример для будущего поколения, чтобы они видели, воспитывались на этом примере.